О самых заметных событиях среды 22 марта вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Ответственное управление для устойчивой Арктики. В Якутске ученые обсуждают климатические проблемы. Стартовала научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Более 20 тысяч работников коснется повышения заработной платы. С 1 апреля увеличится гарантированная часть. Какой отрасли коснется повышение зарплаты? Накопление солнечной энергии позволяет снизить расходы дизельного топлива. Гибридные электростанции в Момском районе перешли на солнечные панели. Уникальная практика региона, не имеющая аналогов в других субъектах. В Якутске стартовал финальный этап конкурса «Моя профессия IT» в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». День водных ресурсов отмечают во всем мире. В свой профессиональный праздник предприятия, связанные с охраной воды, проводят различные мероприятия. Одно из них – соревнования по аэрации. В Якутские комитеты Совета Федерации проведут выездные сессии. Об этом говорили на встрече глава Якутии Айсан Николаев и сенатор от нашей республики Егор Борисов. А главной темой стала реализация постановления Совета Федерации о господдержке и развитии Якутии. Напомним, в документ включены строительство республиканской клинической инфекционной больницы в столице, проектирование и реконструкция взлетно-посадочных полос, строительство аэровокзалов в Ленске, Усть-Куйге, Зырянке, Магане и Полярном, прокладка высоковольтных линий электропередачи, строительство учебных корпусов для СВФУ и высшей школы музыки, спортзалов, школ в Якутске и районах. Меньше месяца осталось до закрытия ледовой переправы. Текущую обстановку, прогнозы, а также планы завоза грузов по автозимнику обсудила межведомственная комиссия. Отмечено, что в текущем году план завоза по сезонным дорогам выполняется с опережением. Так, из запланированных чуть более 875 тысяч тонн до пунктов назначения фактически доставлено почти 670 тысяч тонн. За аналогичный период прошлого года было доставлено почти 625 тысяч тонн. При этом план в прошлом году был на 70 тысяч тонн меньше. Перед предприятиями поставлена задача по наращиванию темпов перевозок по всем направлениям. Напомню, что с 31 марта начнется плановое снижение грузоподъемности на зимниках и ледовых переправах в республике. Обычно по 10 тонн, и ближе к снижению происходит по 10 тонн, и ближе к 15 апреля, например, в Центральной Якутии уже ледовые переправы и зимники будут закрыты. В арктической зоне этот срок в районе 25 апреля. Все зависеть будет от погодных условий, состояния толщины льда. Более 20 тысяч работников коснется повышения заработной платы. С 1 апреля увеличится гарантированная часть зарплаты. Также будут предусмотрены неэффективные стимулирующие выплаты. Работников в какой отрасли коснутся эти вопросы, расскажет Валерия Наумова. Ветеринаров, сотрудников пожарной охраны, авиалесоохраны, работников сферы социальной защиты, также экономистов, инженеров и прочих специалистов. Со следующего месяца повысится заработная плата. В целом это коснется 24 тысяч работников квалифицированного труда. Глава республики Айсан Сергеевич Николаев в своем послании Государственному собранию Илтумен дал поручение правительству предусмотреть дополнительное финансирование для выравнивания заработной платы отдельных категорий квалифицированных работников бюджетной сферы, которая несправедливо близка к минимальному размеру оплаты труда. С апреля в республике будут проводиться мероприятия по поэтапному обеспечению объективно обусловленной дифференциации в оплате труда прочих категорий работников. На 64% увеличится гарантированная часть зарплаты и будут предусмотрены неэффективные стимулирующие выплаты. Для проведения выравнивания оплаты труда в госбюджете республики заложена статья расходов. Порядка 1,3 миллиарда, который у нас было зарезервировано в бюджете, эти деньги будут предусмотрены на повышение заработной платы неуказанных категорий.
Это все на основании той концепции, которая была еще принята в 2018 году по повышению заработной платы бюджетников, потому что эта проблема у нас сегодня есть. Заработная плата бюджетных работников, муниципальных работников, да, и государственных служащих сегодня по сравнению с заработной платой промышленных предприятий небольшая, скажем так. Ранее по майскому указу президента России с 1 января были увеличены зарплаты педагогических работников общего и дополнительного образования, врачам, среднему, младшему персоналу и прочим специалистам. В связи с этим глава республики в своем послании дал поручение о предусмотрении дополнительных средств для выравнивания зарплаты отдельных категорий квалифицированных работников бюджетной сферы. Готовится также постановление правительства в связи с повышением МРОТ, увеличить также специалистам уровень заработной платы на 6,3%. Эта индексация с 1 также апреля будет. Поэтому сейчас более дифференциация, разрыв между неквалифицированными работниками и специалистами более высокая будет. В настоящее время отраслевыми министерствами завершается процедура согласования нормативно-правовых актов о внесении изменений в положение об оплате труда. Валерия Наумова, Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Гибридные электростанции в Момском районе перешли на солнечные панели. В Северном Улусе сейчас их используют в 4 населенных пунктах. Напомним, станции установили осенью прошлого года. Подробнее в материале Светланы Амосовой. Самой крупной в мире станцией на солнечных батареях с заполярным кругом является энергокомплекс в селе Хану Момского района. Он был запущен на полях Восточного экономического форума в сентябре прошлого года. Такие станции установлены в 4 поселках – в Чистом, Тёбюлях, Хону и Чебагалах. С приходом весны комплекс автоматически перешел на солнечные панели. Теперь в дневное время дизель отключается и начинает работать на солнечных батареях. Потребитель абсолютно не замечает этих переходов, они абсолютно плавные, даже лампочка нигде не дергается. Персонал уже начал более-менее осваивать. Можно сказать, мы прошли самый пик морозов, в Якутии были сильные морозы, прошли хорошо. Использование и накопление солнечной энергии позволяет снизить расходы дизельного топлива. Они экономичные и экологически чистые. Обычно в это время в поселке потребляли в сутки 9 тонн дизельного топлива, а сейчас расходуется около 4–4,5 тонн. Это на 50% меньше. Оказывается, очень полезные панели, столько экономии на дизеле. Эти панели дают до 200 киловатт энергии. В летнее время полностью обеспечивают поселок. Наши дизели не будут работать. Будем только на солнечных батареях и в тишине. По словам сотрудников станции, панели не требуют сильного ухода. Достаточно вовремя чистить снег и контролировать подачу света, следить за дизелем. Весь комплекс находится на автоматическом управлении. В сентябре приезжали инженеры и обучали нас всей программе и как правильно работать на компьютерах. И уже с того времени работать стало намного легче. За 7 месяцев гибридная электростанция зарекомендовала себя с лучшей стороны. Вся конструкция установлена по ходу солнца, чтобы максимально использовать весь солнечный свет и переработать ее в энергию. Мощности панелей хватает для обеспечения свыше 4000 жителей Момского района. Отметим, что данный проект реализован по поручению главы республики Айсена Николаева. В дальнейшем компания «Русгидро» планирует в регионе до 2025 года установить подобные станции в свыше 70 населенных пунктах. Светлана Амосова, Лилия Уваровская, Момский район. В феврале прошлого года правительство республики издало постановление о внедрении жилищных сертификатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суммы сертификатов вполне хватает на приобретение однокомнатной квартиры в Якутске. Кроме того, сертификат обладает и массой других преимуществ. Подробнее в материале Александра Хавренко. Вопрос с обеспечением детей-сирот жильем в республике до сих пор остается одним из важнейших. Практически в каждом новом доме часть квартир предназначена для лиц этой категории, но даже эти меры не могут обеспечить квадратными метрами всех нуждающихся. С 2022 года постановлением правительства республики детям-сиротам могут выдаваться жилищные сертификаты на приобретение жилья. Сумма сертификата чуть больше 4 миллионов рублей. Жилье может приобретаться как в новостройках, так и на вторичном рынке. Единственное ограничение, они должны приобретать жилое помещение не меньше 32 квадратных метров. И отвечающее
тем нормам, которые на сегодняшний день действуют по городу Якутску. То есть жилье не должно быть аварийным, ветхим. В случаях, если органы власти не своевременно предоставляют жилье, добиться справедливости помогают судебные приставы-исполнители. Например, в прошлом году у нас судебными приставами-исполнителями нашего отделения более 200 исполнительных производств окончено фактическим исполнением, то есть предоставлением жилого помещения детям-сиротам. Например, в этом году уже 7 детей-сирот получили сертификат на получение жилого помещения. Но сейчас до сих пор у нас в исполнении около 200 исполнительных производств находится о предоставлении жилья детям-сиротам. Одним из главных плюсов жилищного сертификата в том, что он может работать вкупе с другими программами. Например, его можно использовать как первоначальный взнос при оформлении ипотеки или добавить к нему деньги из материнского капитала. Но и сам по себе сертификат вполне может оплатить среднюю однушку в Якутске. В прошлом году приобрел по программе жилищного сертификата детям-сиротам квартиру. Этой суммы вполне хватило на среднестатистическую квартиру. 34 где-то, 34 квадрата. Однокомнатная кухня, все имеется. Нормальная квартира. Программа жилищных сертификатов действует по всей республике. Причем получатели сертификата из районов имеют право воспользоваться им в столице. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В столице торжественно стартовал проект «Здоровый наслег». Напомним, проект работает в республике с 2021 года, но ранее в нем участвовали только несколько сел. С этого года по поручению главы Якутии проект расширился, и в него вошли уже 100 наслегов. Главная цель программы – вовлечь как можно больше жителей региона в здоровый образ жизни и спорт. Отметим, на сегодняшний день республика занимает 24-е место среди регионов страны по количеству занимающихся спортом граждан, что составляет 54% от общего населения. Здоровый наслег позволит увеличить эту цифру к 2030 году до 70%. Для этого из регионального бюджета в этом году выделят 15 миллионов рублей. Проект 15 миллионов предусмотрено в бюджете нашей республики на приобретение инвентаря, на приобретение медалей, кубков, на грамоты различные, для того, чтобы они, муниципалитеты, наслега, имели у себя в наличии и награждали, проводили соревнования, турниры, стимулировали таким образом. И получается, что 15 миллионов на 100 наслегов мы распределили эту сумму. После капитального ремонта в Ленске сегодня открыли хирургическое отделение. Ремонт стал возможен благодаря компании «Транснефть Восток», которая всячески способствует улучшению качества жизни в регионах присутствия, оказывает помощь здравоохранению. На этот раз на ремонт очередного объекта компания направила более 60 миллионов рублей. Продолжит Светлана Балеева. На торжественное открытие обновленного хирургического отделения прилетел заместитель генерального директора «Транснефть Восток» Андрей Волков. Собрались все официальные лица района и города и, конечно же, руководство самой больницы. По видеосвязи с этим значимым событием всех поздравила замминистра здравоохранения республики Надежда Федорова. Она поблагодарила компанию «Транснефть Восток» за благотворительную помощь, которую предприятие оказывает на постоянной основе. Благодаря социальной ответственности вашей организации в улусах нашей Якутии повышается качество медицинских услуг не только за счет государственных программ, коих немало, но и в рамках благотворительной программы компании. Ремонт хирургического отделения и оперблока не проводился уже много лет. Сегодня было отремонтировано помещение площадью более 1300 квадратных метров, полностью от пола до потолка. На приобретение нового медицинского оборудования ушло более 7 миллионов рублей. Закуплена новая мебель и функциональные кровати. В данном проекте в Центральной Ленской районной больнице осуществлен капитальный ремонт. Капитальный ремонт проходил несколько месяцев. Затрачено благотворительных средств около 63 миллионов. Здесь и оборудование, и, как вы видите, ремонт палат, операционного блока происходил. Все сделано вовремя, в срок, качественно. Спасибо компании «Транснефть Восток» за проведенный ремонт, сказали все присутствующие. Слова особой благодарности прозвучали от заведующего хирургическим отделением Евгения Масеева и главного врача Ленской ЦРБ Светланы Куц за созданные комфортные условия для пациентов и врачей. Здесь очень удобно, очень уютно, очень красиво. Потому что хирургическое отделение – это всегда отделение, в котором много боли. Да, для пациентов это всегда самое такое отделение, потому что тут есть кровь, тут есть боль, тут есть страдания человеческие. Конечно, когда это все проходит
не в ободранных стенах, когда это все находится вот в таком приличном виде, человеку даже выздоравливать будет легче. В завершении официальной части все присутствующие отправились на экскурсию. Заведующий отделением показал гостям новую операционную, палаты, процедурные и перевязочные кабинеты. Хирургическое отделение начнет свою работу в привычном режиме только в середине апреля. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. В первый день международной конференции по изменениям климата в Якутске обсуждали актуальные проблемы криосферы. Взгляд молодых ученых. Круглый стол состоялся в зале ученого совета Северо-Восточного федерального университета. Одним из главных спикеров стал заведующий кафедрой геокриологии Московского государственного университета Анатолий Брушков. По его словам, проведение такого мероприятия еще и с привлечением других стран позволит найти пути, способы обеспечения устойчивости жилья, инженерных сооружений, трубопроводов и дорог на вечной мерзлоте. Отметим, что конференция имеет большое значение как в практическом смысле, так и в научном для специалистов и жителей Севера. Надо сказать, что много интересных докладов, которые подтверждают вот эти тенденции повышения температур и возникновения проблем, и при этом рассказывается и о способах, в том числе новых способах, которые позволят обеспечить устойчивость фундаментов, зданий. Ответственное управление для устойчивой Арктики. С таким лозунгом сегодня в Якутске стартовала международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие собрало свыше 500 участников, причем не только из России, но и других стран. Что обсуждали на полях конференции, узнавал Петр Васильев. Что объединяет Россию, Китай, Монголию, США, Индию и даже Японию? Как ни странно, ученые из этих стран сегодня собрались в Якутске ради одного глобального вопроса – изменения климата. Деградация мерзлотных толщ, увеличение количества парниковых газов уже привели к повышению температуры и уровня мирового океана. Сегодня главная задача всего мирового научного сообщества вместе понять, как сохранить этот хрупкий баланс между человеком и природой. Сегодня в рамках конференции большой акцент был сделан именно на совместную работу в этом направлении. Такой баланс позволит сохранить политику устойчивого развития, которая будет в себе сочетать, во-первых, необходимость сохранения хрупкой окружающей среды, а во-вторых, позволит решать социальные и экономические вопросы. То есть проблематика устойчивого освоения арктического региона, с одной стороны, сбережения охраны окружающей среды, а с другой стороны, экономическая политика ответственная. То есть это позволит предотвратить конфликт целей конкретными действиями. Сегодня в Арктике создаются новые уникальные предприятия, транспортная, промышленная, социальная инфраструктура. Большое внимание уделяется охране окружающей среды. Как отмечают ученые, важно, чтобы эта работа опиралась на современные научные исследования и разработки, позволяющие в том числе учитывать риски, связанные с изменением климата, обеспечивать баланс между экономическим развитием и сохранением уникальной арктической экосистемы. В рамках изучения климата мы с Китайским морским университетом работаем, с Харбинским политехническим работаем, да, по глобальным проблемам. У нас имеется один большой проект, который мы реализовываем в течение нескольких лет. Это вот такие переносы вредных веществ или там загрязнителей по северному полушарию. Это у нас в Якутии 3 вот таких точки, да, на северной части, в центральной и в южной Якутии, на территории Китая 4 точки. С российскими учеными согласны их зарубежные коллеги, ведь меняющийся климат – это проблема не только арктических государств, но и в целом одно из самых серьезных вызовов нового времени. Здравствуйте, меня зовут Фу Джон, я представляю Харбинский институт. На базе нашего института мы создали научно-исследовательскую лабораторию, которая занимается арктическими исследованиями в сфере архитектуры, технологий. Я был в Якутске в 2018 году, и с тех пор мы продолжаем тесное сотрудничество с университетом. Арктика, которую принято считать кухней погоды всей планеты, в контексте глобального потепления является уязвимой территорией, где наиболее отчетливо проявляется процесс изменения климата. Поэтому так важно совместно прикладывать всевозможные усилия, чтобы не допустить катастрофических последствий. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск.
Уникальная практика региона, не имеющая аналогов в других субъектах страны. В Якутске стартовал финальный этап конкурса «Моя профессия IT» в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». С какими проектами выступают участники и почему этот хакатон стал самым масштабным, расскажет Надежда Саханская. Юные программисты со всей республики собраны на одной площадке, чтобы побороться за звание победителей. В этом году в финал вышли 225 человек и 75 команд, что дает полное право считать этот хакатон самым масштабным за всю историю конкурса в рамках молодежного фестиваля «Мусустар». Проходили в начале марта отборочные этапы по всей Якутии. Примерно мы охватили более 6 тысяч участников нашей Якутии. Это молодые ребята, школьники, студенты, которые увлекаются IT-технологиями. В нашем мероприятии пройдет именно в течение 3 дней. Ребята будут создавать программные продукты, сайты, приложения по заданным кейсам. Конкурс «Моя профессия IT» проходит в республике уже в 8-й раз и приносит стабильно хорошие результаты. Участники конкурса создают свой бизнес, создают свои команды. И поступая в лучшие вузы России, республики. Якутия в сфере IT становится примером и для других регионов России. В частности, Камчатка готова перенять у нас этот опыт. Мы очень хотим провести хакатон на территории Камчатского края для наших выдающихся талантливых школьников, студентов, чтобы развивать их таланты, способности, развивать IT-сообщество, IT-культуру. Очень хотим перенять опыт коллег с Якутии. Надеемся, все получится, и мы добьемся такого же уровня IT-культуры развитой у нас на Камчатке. И, конечно, главные герои IT-хакатона – школьники и студенты, которые с горящими глазами готовы разработать очередной программный продукт. Наш, получается, продукт – это получается портал для студентов и для более взрослого поколения, которые смогут узнать о возможных стажировках, о конкурсах, которые проводятся по всей России. Результаты хакатона станут известны уже в эту субботу на закрытии фестиваля «Мусустар». Отметим, что призовой фонд в этом году среди айтишников составляет 1 миллион рублей, а также победители получат целевые места в лучших вузах страны. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. В столице в очном формате стартовала финальная часть киберспортивного турнира по игре Dota 2. Это соревнование также является неотъемлемой частью молодежного фестиваля «Мусустар». По словам организаторов, заметен рост популярности киберспорта в республике. Так, если в прошлые годы в финал попадали команды только из Якутска, то в этом году за первое место приехали бороться представители Анабарского района. А в отборочном туре приняли участие 50 команд. Киберспорт вообще в целом является одним из видов спорта, вообще одним из видов культур, которые очень быстро развиваются, да, в последнее время. Вот. И вполне возможно то, что в будущем, в недалеком уже будущем, киберспорт уже займет определенную часть именно спортивной жизни вообще всего мира. Именно поэтому молодежный фестиваль «Мусустар», нам кажется, это совершенно логично, то, что вот сильно развивающее направление киберспорта, оно должно быть там, и оно там уже 3-й год. День водных ресурсов отмечают во всем мире. В свой профессиональный праздник предприятия, связанные с охраной воды, проводят различные мероприятия. Одно из них – соревнования по аэрации. Что это такое, узнаем из сюжета Галины Чекуровой. Якутский сельскохозяйственный техникум участвует на соревнованиях впервые. У Алексея Стручкова и его команды уже был опыт бурения лунок. Моя команда настроена на победу, но соперники тоже достойны. Соревнования по аэрации проводятся в столице ежегодно более 10 лет и нацелены на обогащение кислородом водных биоресурсов. В этом году площадкой для соревнований стало Талое озеро. Перед участниками стояла задача на время пробурить отверстие. На мероприятии приняли участие 8 команд. По исходному положению дается старт, и участник должен подбежать к указанному месту. Все участники, 4 человека, команда подбегает и пробуривает лунку по очереди. Каждый человек должен пробурить одну лунку до появления воды. Судьи там стоят, все смотрят, фиксируют, и все подбегают обратно в исходное положение, и получается, по последнему человеку считаем время.
На территории России насчитывается около 6 миллионов водных объектов, а наиболее суммарные водные ресурсы сосредоточены в 4 регионах страны, одной из которых является Якутия. Мероприятия, проводимые предприятиями водных ресурсов республики, нацелены на просвещение молодежи по сохранению чистоты рек и озер. В первую очередь это просветительская работа наша. Мы также хотим совместить это с всероссийской акцией «Голубая лента», которая уже проводится уже 10 лет, и она была впервые проведена в городе Омске. Основная цель – это привлечение внимания, бережного отношения к водным ресурсам. Ну и вообще данное мероприятие направлены для для подрастающего поколения, чтобы они в будущем обращались бережно к нашим водным объектам, рекам и озерам. Каждому жителю страны необходимо сохранить пресные воды, ведь здоровье человека зависит от чистоты воды. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.